Усім прывітанне, гэта стартапніца, сумесны праект еўрарадыё і сайта bel.biz пра маладых беларускіх прадпрымальнікаў і смелых інвестараў, якія ўкладаюць іх свае грошы. Як заўжды, у нашай студыі Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz. Прывітанне, Юлія. Добрый день. І наш сённяшні госць Александр Камарэвіч, бізнес-аналітык італьянскага венчурнага фонда L-Venture. Правильно, пакуль што сказаў, і акселератара Lewis & Labs. Прывітанне, Александр. Всем привет. І мы пагутарым, вось, дарэчы, тут ёсць не вельмі часта до нас прыходзяць людзі з нейкімі праектамі, якія можна не толькі абмеркаваць, але і нейкім чынам паказаць. Праект Александра — гэта стартап UXGo. Это не проект Александра. Не проект Александра, все уже пачаў памыляцца. Александр, карацей, распавядзіце, што гэта такое, што мы зараз назіраем вот на столе, что было у меня только что в руках. Это стартап UXGo, который попал к нам в последний бэч, программу акселерации 5 месяцев. Вот они закончили. Я зразумеў, зараз распрацоўшчыкам, фаундерам стартапа было крыўдна. Я назваў гэта проектом Александр, выбачаюсь. Итак, есть UXGo. UXGo. Создан молодой командой итальянской дизайнеров. Они почувствовали проблему, ходя к клиентам, для того, чтобы понять, как им сделать сайт. И для этих клиентов они поняли, что что-то не то, надо как-то сделать. Они взяли физические карты, 56 карт. Каждая карта представляет фрагмент сайта. Ты его просто раскладываешь перед клиентом, говоришь, что вам нужно. Вам нужна здесь картинка, вам нужно что-то. Клиент: хорошо, давайте посмотрим, как это будет выглядеть сразу на мобильном приложении, то есть на телефоне. Ты открываешь приложение, фотографируешь, сразу отображается. Можно посмотреть сразу на компьютере. Если ты хочешь заменить код, уже сразу HTML, CSS и JavaScript уже готов. То бок кожная карточка запраграмавана, ужо код пад яе напісаны, і просто кліент можа вось так вось у фізічным свеце, да, это, відаць, называецца так, раскласці пасьянс на столе, і гэта будзе праз секунду, праз две, праз хвіліну яго сайт. Да. Ну, вось, да, зараз я гэта бачу. Ну, как бы все уже готово, там 3 карточки было. Круто. Круто, за пару часов сделать сайт. Ну да. Есть такая, то бок, праблема, калі распрацоўшчыкі прыходзяць да кліента, яны не разумеюць кліента, кліент не разумее іх праблем, да, і ён кажа, зрабіць мне то і то, яны кажуць, то і то зрабіць нельга, можна зрабіць гэта і гэта, да? Вось, а тут расклалі карты, паглядзелі, прыкінулі, так, не вельмі, 2 гадзіны. Але гэта забівае цэлую індустрыю, мне здаецца. Как? Ну, это убивает огромную индустрию, дизайнеры, вот это вот все. Это помогает. Это помогает, потому что проблема общения между клиентом и заказчиком, клиент и заказчик, да, множество, между клиентом и производителем, то, что производитель превращается в психолога. То есть, чтобы увеличить, ускорить свой процесс, ты можешь это использовать. Но это не только для тех, кто хочет сделать какой-то прототип сайта, но это также для образовательных целей. Объяснить детям или объяснить во время хакатонов, как быстро создавать сайты. Вам только надо прототип сделать. То есть очень много. Это не убивает, это помогает, потому что дизайнер все равно должен что-то поменять, изменить. А чем вы помогли этому стартапу во время программы акселерации? Мы помогли разобраться с бизнес-моделью, помогли выработать, каким клиентам продавать, ну, и совместить, и представить нашим партнерам, корпоративным клиентам, достучаться быстрее, чтобы они почувствовали, попробовали продукт. Ну и получается, какие вообще итоги акселерации для этого стартапа? У них, я думаю, я могу уже называть цифры, как раз демо-дэй был на прошлой неделе, у них MRR, то есть это Monthly Recurring Revenue, 1200 евро. У них за последние 2 недели было 50 продаж, больше, чем за все 4 месяца. То есть они нащупали правильный канал продаж. И дальше они сейчас собирают следующий seed раунд, чтобы выходить на другие рынки. То есть рынок Америки, рынок Европы. Ну, здорово. А расскажи вот в целом про ваш акселератор и венчурный фонд. Мы существуем с 2013 года. Это очень нетипичная модель венчурного фонда. Обычный венчурный фонд открывается, не знаю, там на 5-10 лет, собирает деньги, инвестировал, и потом закрывается, выходит со стартапом. Существует очень малое количество, там 5-6 фондов такого типа, как наш, когда мы собираем деньги с рынка. То есть наши акции может купить любой человек, может любое юридическое лицо. И по ходу
там, нашей деятельности, когда мы делаем экзиты, акции растут, и он может продать, выйти сразу с этих инвестиций. С 2013 мы инвестировали в 70, более в 70 стартапах. Не все в нашем портфолио, потому что мы не все забираем. Из этих 70 стартапов уже 4 экзита. То есть это для нас очень хорошая статистика, потому что 5 лет в среднем должны экзиты. 5 месяцев сложная программа физическая, находятся стартапы или в Риме, или в Милане. Мы работаем с ними по методологии Scrum, Agile методология. На самом деле она очень сильно помогает не только в технологических каком-то бизнесе, по постройке софтвера, но также и в бизнесе. Потому что они понимают, какая у них там North Star, куда они должны двигаться, и что они делают. Каждые 2 недели они ставят цели. Там бизнес и тех. Строя это, мы их менторим, говорим, у вас должно быть как-то осязаемо. Как там они ставят цель. Мы хотим больше продаж. Это ни о чем. Что вы хотите? Мы хотим 20 продаж. Как вы хотите сделать? То есть они благодаря программе растут. Программа очень хороша для стартапов или для first experience у кого. Очень хорошо. Или для тех, кто работал в корпоративном секторе, не знаю, 10-15 лет, но нет этого понимания стартап-индустрии, как работать. А чем отличаются программы в Риме и в Милане? Кому вот их можно рекомендовать? Мы рекомендуем, у кого бизнес в Милане, у кого бизнес в Риме. Ну, если у меня бизнес в Беларуси вообще пока. Окей. То есть куда мне ехать? Рим, Милан? Да, куды пераязджаць з Беларусі, калі супрацоўнічаць з вашым стартапам, чым яны адрозніваюцца гэтыя две праграмы? А хочется вообще быть global? Ну, можно начинать, если у вас стартап fashion, если у вас travel, ресторационный, food или что-то фарма или финтех. Италия один из рынков очень хороший для стартапов. Например, если у вас финтех, это лучше Милан. Милан — это финансовая столица Италии. Если у вас food, travel — это Рим. В одном только Риме 10 тысяч ресторанов. То есть рынок, чтобы проверить, все ли у вас работает, вы можете сразу в Риме проверить. Мяне зачапіла слово акцыі. Я так разумею, што акцыі нейкім чынам у Беларусі такого мала рэальна, да? Яны свабодна гандлююцца на біржы на нейкай, так? А вось распавядзіце, калі ведаеце, як, ад чаго залежыць вось гэта скачкі курса, калі, напрыклад, у вас адбываецца экзіт, акцыі адразу пачынаюць гандлявацца даражэй. А ў звычайны час, вось паміж экзітамі, да, гэты кошт стаіць на месцы, да, ці, напрыклад, я не ведаю, біткоін абваліўся, і разам з ім абваліліся акцыі ўсіх там IT-кампаній, ну, ці фондаў, звязаных з IT па ўсім свеце. Там, вось, як гэты свет увогуле працуе, як у ім жывецца? Ну, инвестировать, покупать акции венчурного фонда, это надо не с краткосрочной целью, что я куплю и через 6 месяцев продам. Это через 2, через 3 года. Но это тебе позволяет выйти с фонда очень быстро. Это и позволяет любому человеку. Конечно, акции растут, когда мы или поднимаем следующие инвестиции, или подписываем соглашение, например, с Фейсбуком, или с партнером, который вкладывается там 2 миллиона евро в наш фонд. Они растут на 10-20%. В обычное время они будут падать в связи с тем, что на рынке инвестиции происходят. Падать и расти. Падать и расти в связи там, с экономическим кризисом в Европе или с политическим. Бок, у прынцыпе, прыбытак інвестараў наўпрост залежыць ад таго, наколькі паспяховыя дзеянні адміністрацыі фонда. Ну да. А ёсць нейкія KPI, яны вас нейкім чынам кантралююць, ці могуць яны ўплываць на вас? З гэтым партнёрам, у гэтага партнёра бярыце інвестыцыі, а у гэтага, напрыклад, не, там, не ведаю, мы ведаем, што яны таксічныя, калі ласка, не заключайце з ім пагадненне. Як вось гэта ўпраўленне працуе? Ці акцыі не даюць ніякага права распараджацца? Да, акции ничего не дают, это просто ты владеешь частью твоя часть, которую ты вложил как бы в стартап, ты можешь и продать. Потому что следующий фандрейзинг, который мы
поднимаем, чтобы инвестировать в стартапы, поднимаем от больших фондов. Последнее это Cariplo Factory. Мы с ними подписали, там было около 2 миллионов евро. Это долгосрочная инвестиция. Уже, в принципе, деньги, которые мы собрали, инвестировали, это 20 миллионов евро. Ну, круто. Я думаю, что калі ў Беларусі нарэшце запрацуе нармальна фондавы рынок, вось, а я спадзяюся, што ўсё ж такі такое адбудзецца. Гэтая мадэль, яна абсалютна дакладна зможа працаваць. А яшчэ адзіны варыянт для акцыянера атрымаць прыбытак это прадаць акцыі. Вось такая штука як дивиденды, да, не выплачивается там. Нет, пока не было. Ладно. Оно у нас записано в плане. В следующем году пока не было. Ну просто вельмі цікава, як гэта працуе, ну вот вся система с акциями. Мне хотелось бы еще поговорить по поводу акселератора, потому что я много работаю, ну, общаюсь со стартапами, и вот вижу, так сказать, их нужды. Расскажи вообще вот о проектах, которые у вас были в этом батче, который только закончился, был демодень. Вот один ты нам представил. Какие еще какие-то вот тебя вот особенно впечатлили, может быть? У нас в батче было 8 стартапов. Это был Милан или Рим? Это, то есть одна программа, но 2 города. Милан и Рим. Стартапы выбирают там быть в Риме, и одна команда может там находиться тоже. Ну, часть команды в Риме, в Милане. Они переезжают, в принципе, во время программы, встречаться с инвесторами. И мы их представляем в одном городе, в Риме, потому что он больше. Там у нас headquarter, больше помещение, как бы центр, то есть столица Италии. Мы только допустили 6 стартапов. То есть мы допускаем те стартапы, которые показали, что они могут расти, они валидировали свои цели во время программы. И инвесторы, которые приходят, они знают, что те стартапы, которых мы допустили, они реально стоят, что можно в них инвестировать. Стартапы, которые выступали, это, например, стартап в сфере VR для фитнес-залов. То есть программа, ты одеваешь VR-шлем, 15 минут занимаешься физическими упражнениями. Это помогает для тех людей, которые там уже надоело заниматься на обычных тренажерах, помогает фитнес-залам диверсифицировать свое привлечение людей. Потому что люди покупают абонемент, месяц походили, потом не выходят. Слушай, ну это, мне кажется, неудобно. Вот я одела очки, хожу так... А там Ну, не геймифицировано. Ты двигаешься. Двигаюсь, но вдруг я куда-то не туда. А там специальное помещение 3x3, и написано, то есть ты присаживайся, ты Чего люди не двигаешься. придумают? Ну, то есть, ну, я пробовал. Подушки на стенах. Я пробовал, очень как бы... Працует, да? Да, очень работает. И это было создано еще с помощью фитнес-тренера. То есть это обязательно понять, это работает или не работает. К нам приходил, похоже, стартап, они делают такое умное зеркало, которое трекает, вот как ты двигаешься, и ну, где-то добавляет, что, мол, больше страсти, нужно повыше локти. Ну да, яно разумее, што ты робіш нешта неправільна і выпраўляе твае рухі, а з іншага боку ты ім бачыш інструкцыі пра тое, як там тебе трэба павярнуцца, што рабіць. Круто, што ў Беларусі і у Італіі ёсць одна проблема, разные решения. Одна проблема, решения разные, але в принципе ободва Сколько это еще в каждой стране, наверное, таких решений. Да, проблемы одни и те же самые, очень много. Часто много стартапов думают одной и той же самой проблеме, там travel индустрия или паркинги, или food, или delivery, но они ничего нового не предлагают. То есть, например, каждый бэтч мы получаем около 350-400 заявок, попадается много стартапов, идея, проект, но нету решения, которое отличается от того, что существует на рынке. Это вот как-то странно, почему не хватает vision у людей, думать о каких-то вещах, которые... Ну, моя мысль о том, что люди не задумываются очень глубоко, что происходит во всем мире и что происходит вне своей экосистемы. Поэтому, например, сейчас Merge, который вот прошел на днях, очень интересно, что люди могут пообщаться между собой и понять, что происходит в других экосистемах. Это очень важное мероприятие. На них, если ты не стартап, но ты хочешь запустить, надо приходить как attendee, общаться. Ну, какие ты для себя инсайты подчеркнул? Ну, то, что я видел 2 года назад, когда у нас был роуд-шоу в Болгария, Украина, Литва, по-моему, Прибалтика, где-то вы были.
То же самое все остается. Очень классные технические решения, очень классные команды. Очень плохо с маркетингом и бизнес-моделью, да? Но ребята, они могут строить продукт год, 6 месяцев, потом они вот это представляют, они потратили очень много денег и только начинают проверять, или это работает. М. Это очень большие затраты по времени, по деньгам. Как бы если можно, они должны как-то параллельно это делать, сделать очень самый простой какой-то прототип Мгм. и смотреть, это нужно рынку или нет. Это, конечно, хорошо с точки зрения, я сейчас посмотрел, классное решение, им не хватает бизнеса, мы можем им помочь. Мгм. То, что в Западной Европе, это чуть наоборот. Там очень хорошо продают, там очень хорошие дизайнеры, а с техническими кадрами там нехватка. Мгм. Вот, поэтому такие, если инсайт можно сказать, на такие мероприятия нужно приезжать ребятам из других стран, где не хватает технического, Мгм. ну и создавать что-то совместное. Мгм. Окей. Я еще знаю, что ты входил в состав жюри, которое Мгм. просматривало Мгм. стартапы. Мгм. То есть тоже какие у тебя интересные наблюдения, кто тебе особенно понравился? Я не знаю, ли там называть имена. Ну, проект чем занимается? Проект создан командой из юридического сектора, Legal Tech. да, Legal Tech. То есть они реально это почувствовали проблему во время работы и поняли, что это можно решать с помощью... Проблема была в том, что ведение документов между юристами, контрактами, это постоянно, если у меня одна команда юристов, потом еще команда другая, потом еще Мгм. заказчики, надо создавать это в Google Docs 3 документа и все редактировать. Они создали платформу, на которой можно давать права доступа только определенным людям, все редактировать и, то есть на одной платформе. Ничего такого нового нету, но они увидели, что это очень большая проблема, что Мгм. юрист, если он не тому отправил документ или не то показал, они теряют 20-10 тысяч долларов. И они выходят на рынок Америки. Мгм. Это вот из 10 стартапов, которые там увидели, это мне понравилось. Мгм. Остальные стартапы, То бок, у прынцыпе, нават стартап, які не прапануе нічога прынцыпова новага, але прапануе нейкім чынам арганізаваць па-новаму ўжо існуючую сітуацыю, каб нейкіх праблем пазбегнуць, ён мае шансы на поспех. да. Бок Он вся решает справа большую проблему. у гэтым магічным слое vision. Да? Як бы Да. ты бачыш, дзе ты можаш і як вырашыць праблему, і прапануеш рашэнне, якога няма. Да. Да. Быў сайт стартап пра водгукі ў нас недавно, да, і мы зазначалі, што Который именно? я маю на ўвазе той, які мы з JB абмяркоўвалі Да. пра Trustpilot, Мгм. да, і гэта, як мне падалося, што это яшчэ адзін чарговы стартап пра водгукі з іх там мадэрацыяй, праверкай і гэтак далей. Да, водгукі на e-commerce, да, у іх. Да. Вось. Я калі шчыра не вельмі зразумеў, на чым яны як бы будуюцца, просто яшчэ адзін, просто рынок вялікі, і на яго можна ўвайсці. Вось. А тут, да, сапраўды па-іншаму. Некоторое время назад я общалась со стартапом из Чикаго, который занимается отзывами на блокчейне, между прочим. Нормально. Даже так? Так, мы нешта абсалютна далёка адышлі. Вось мне яшчэ цікава ведаць, што адбываецца пасля таго, як стартап, як гэта сказаць, сканчае акселератар, да? Як выходзіць, здае выпускны вось гэты экзамен, да, і што далей? Демо-дэй. Да, як складаюцца адносіны фонда і стартапа, напрыклад. Гэта пажимаем рукі аднаму і развітваемся, ці ўсё ж таки нейкае больш шчыльнае взаимодействие? В нашем случае мы делаем фоллоуап, мы инвестируем 20% до того, что они ищут, ту сумму, которую они ищут. Их ведем, помогаем заключить контракты с другими фондами и ведем дальше до раунда A. Бок ніхто нікуды не сыходзіць. Да. Усе працягваюць працаваць разам, але ўжо на тым бэкграўндзе, які адбыўся падчас акселератора, на тых тэхналогіях, які былі напрацаваны. Круто. І 6 экзитаў. 4 за 6 гадоў. Да, но они только начались экзиты. Да. Гэта неблага. А колькі? Из 70, у прынцыпе, стартапаў 4
Гэта, мне здаецца, больш, чым такі сярэднестатыстычны прагноз 1 экзіт з 10 стартапаў. І Ну, яшчэ я еще так 7 разумею, надо, што ўсё получается. наперадзе. Но мы не все стартапы доводим до демо-дня. 1 экзіт со 100. Быў такі прагноз, мне Это ж здаецца. такое? Ну, да. Ладно. Можа, я нешта пераблытаў. Ну, Я могу. неважно. А может быть, вот ответил на вопрос? Я Да. поняла. Да. Окей. Может быть, еще можешь вот привести какие-то интересные проекты из батча и вот именно описать в плане milestone, то есть вот с чем они пришли, как вы их трекали, ну вот подробнее механику эту. Тлумачым, пакуль Александр думае, што такое майлстоун, Юлія. Ну это... Потому што нашы слухачы і гледачы, яны ўвесь час пытаюцца, што у вас за словы гучаць Да. незразумелыя. Ну, стартапы это хорошо знают. Ну, это вообще Так. требования, вот сам путь, что они должны сделать, требования от акселератора, чтобы их не исключили. То бок По-моему, некая- ведь у вас кто-то был из проектов, которые исключили вы. То, што называецца дарожная карта, ў Ну, прынцыпе, да. То бок нейкі распрацаваны дакумент з тым, што хто мусіць рабіць. Да, у нас были случаи, когда мы прощались со стартапами. Мгм. Мы прощались, в смысле, мы прекращали инвестировать, деньги мы потеряли, но мы не брали этот стартап дальше, не вели. Мгм. Проблема была в том, что команды распадались, по каким-то персональным качествам не могли понять друг друга. SEO с другим человеком, там, CTO. Это очень важно. Команда на нашем уровне. Интересные стартапы, в которые мы инвестировали, наверное, как мы любим называть, в тех, кто создает проблемы на Мгм. рынке. То есть один из стартапов, в который мы инвестировали, он создал проблему монополисту авторских прав. Мгм. По закону, по законодательству Европейского Союза, любая компания, которая создается в Европейском Союзе, она имеет право вести бизнес в любой стране. В Италии есть монополист, был монополист, который это ввел авторские права. Инвестиция была 5 лет назад. Этот монополист подавал в разные суды. Проигрывал эти суды. Последняя тема, они наняли израильскую компанию, израильскую секретную службу, чтобы они нашли, ну, не знаю, черный какой-то там пиар и все. Это выплыло в прессу. Ничего понятного, конечно, не нашли. Монополист, он заплатил за это деньги. И окончательно монополия была как-то исключена, упрощена. Знішчана аперацыйна. Да. Это один из стартапов. Второй стартап это Вузнап. Они создали маркетплейс для людей, фотографы, которые могли сделать фотографии, и другие люди могли покупать эти фотографии. Было слушание в парламенте. Ассоциация фотографов подали иск, что это очень плохо делать, создавать прецедент для профессиональных фотографов, что другие фотографы могут продавать. То есть мы это тоже выиграли. Любим инвестировать в необычные вещи, которые не попадаются, потому что все стартапы друг на друга похожи. Взять рынок Беларусь, взять рынок Украины и другой, все стартапы одинаковые. Как еще повторюсь, vision очень важно, что вы будете через 5 лет, где вы видите ваш рынок. Этот вопрос мы задаем во время отбора. А приведи пример вот медицинских стартапов. Тут потому что они часто тоже решают одинаковые вроде проблемы, но настолько разные подходы. И... Медицинские стартапы, они интересны тем, что люди, которые приходят, они не совсем в бизнесе понимают. И наша помощь акселератора в этом заключается, чтобы им рассказать, как стартапы работают. Один из стартапов — это Genomap, PhD. Хорошие ребята создали алгоритм, который помогает упростить процесс от 30-дневного поиска всех, понять твой ген, какие лекарства могут подействовать. Расшифровка гена. Расшифровка гена, и какие лекарства уже существуют, как они могут подействовать на твою болезнь. Это не персонализация лекарств. Это не персонализация, но это персонализация лечения. Сейчас этот процесс 30 дней, человек самостоятельно все просматривает. Они сделали алгоритм, который проверяет открытую базу данных всех ресерчеров, исследований. Прошу прощения за вставление слов. Я думаю, что слово research, оно досить зразумелое. Они сделали это, что с 24 часа больница, врач может проверить, работает это лекарство на человеке или нет. Мы им помогли с тем, что построили им... Во-первых, объяснили, как рассказывать инвесторам, питчить. И как?
Как объяснили? Нет, как впечатлить инвесторам? Как рассказывать историю. То есть 5 минут, даже вот сейчас на Emerge, что я видел, стартапы не совсем понимают, не все стартапы я имею в виду, есть, которые не все понимают, как рассказать за 5 минут, заинтересовать человека. Не надо все рассказывать, надо заинтересовать, что он пришел. Это начать можно с сторителлинга, рассказать, как на самом деле большая проблема. И как они это решают, как они видят дальнейшее решение. И что они сделали, что они уже смогли сделать. Так все просто, ну, почему-то не все деньги поднимают в итоге. Слайды переполнены информацией. У нас там есть золотое правило, не больше 12-14 слов на слайде. Слово — это символ тоже. Слайд тебе должен только помогать, а не убирать это внимание от тебя. Вот как-то так. Хорошо, и вот ты начал говорить про этот стартап конкретно, то есть вы объяснили, как общаться с инвесторами, что еще? Встречи с клиниками, то им очень важно было, чтобы клиники начали использовать, и это как бы validation было. Мы помогли контакты с клиниками, нашли адвайзеров, которые им помогали тоже с контактами. Ну и сам построение бизнес-модели, за сколько это продавать. Потому что если ты со сферы, не с бизнеса, ты на самом деле не понимаешь цены своего продукта, как его могут покупать. Ну, то есть вы сотрудничаете с какими-то крупными консалтинговыми компаниями, да? Не. То есть благодаря нашему опыту, который уже после бэча, который у нас сделали, мы используем также адвайзеров, спрашиваем, что нам нужно сделать для этого стартапа, чтобы он был интересен. То есть привлекаем. Я думаю, цель акселератора — это дать контакты стартапам, быстро валидировать свой продукт, и чтобы стартапы пообщались с другими стартапами из этого нетворкинга, потому что все проходили одни и те же самые ошибки. Все понимали, как тогда общаться с инвесторами или как общаться с компаниями. Не, ну слухаеш пра ўсё гэта і сапраўды здаецца, што недзе ў сонечнай Італіі все неяк па-іншаму, все неяк ужо адпрацавана, да, і адзін бэч гэта траціна заяўкі, да, на адзін бэч гэта траціна стартапаў, якія ўвогуле ў Беларусі ёсць, да, вось, і гэта нейкі іншы свет. Почему ты Ну, калі так говоришь? было сказано, 350 стартапаў прыходзіць на бэч, да? Это заявок. Заявок. А у нас 1000 стартапаў по оптимистичных оценках, да? Ну, это со всего. Вогуле, Это со всего. вообще. Это со всего мира 350 заявок. 60% ясно. это Так не только итальянцы. Да. 60% это итальянские, а 40% это делится между европейским, то есть Евросоюзом, Азией и там Восточной Европой. А белорусы и россияне до вас заявлялись когда-нибудь со своими проектами? Подаются. Последние там год увеличилось количество благодаря публикациям на Белбизе. Спасибо, Саша. На Белбизе. Они подаются. У нас подача идет через платформу, которая большинство стартапов должны, да, F-Success, должны знать, использовать там подачу на другие акселераторы. А расскажи вот про итальянские стартаперы, да, то есть вот какие вообще, с какими идеями приходят, и вообще вот стартаперский дух Италии, это что? Окей. Наверное, это что-то вопрос. очень такие эстетичные у них проекты должны быть, мне кажется. Ну, они растут, они видят красоту вокруг себя там с детства. Они не понимают, то есть если мы учимся, как правильно одеваться, они с детства, у них привит этот вкус, они знают, как одеваться, знают, как готовить, то есть знают вкус вот, Дольче Вита, как все говорят. Для нас это обычная тема, они этого, наверное, не понимают этой разницы, только когда едут в другую страну. Итальянский стартапер — это человек, который хочет свою идею именно развить, у него есть шанс или ехать в другую страну, где ему будут больше платить, или уйти в семейную фирму. То есть если он хочет делать свой стартап, это потому что он реально хочет создать что-то, какой-то свой импакт, свою, не знаю, там, мечту с детства, со школы, или потому что решает проблему своей семьи. Один из стартапов, который у нас, семья владеет сельхозугодиями. Он увидел проблему у своего отца, что полив земли неравномерный. То есть
просто человек приходит, потрогает землю и думает, это сухая, надо поливать. Он с образованием, он понял, что это можно делать через IoT. И они с командой создали. Точное земледелие. Да. То есть стартапер, в принципе, они работают. Нету такого, что, наверное, стереотип, что итальянцы не работают, а отдыхают все время. Они трудолюбивые. У них в крови этот дизайн, как сделать очень красивый продукт. Что еще такое сказать? Наверное, риск, который у нас возникает, чтобы стартап, у него был большой вижен и не превратился в семейный стартап. То, что он, не знаю, там через 2 года он построит стартап, где будет получать $2000, евро, у него будет машина, и все, он остановится в своем развитии. То есть, наверное, риск в этом, что Италия очень большая страна, 62 миллиона, не все итальянцы смотрят, там, не знаю, на Америку. Они думают, окей, Италия, я могу валидировать свой продукт, и все хорошо. То, что я вижу в постсоветских странах, они сейчас открыты, там, Америка, Европа, потому что они видят, что там рынок больше. И что надо выходить. То есть мне нравится эта тема, то, что я видел уже на Emerge. Они говорят про... Вот мы выходим в Америку, вот мы выходим там во Францию, там выходим в другие рынки. Это очень классно. Это в целом не стартап-нация. Мы строим стартап-націю. Як країна становиться IT-країною? Як нация робится стартап-нацией? Просто Саша рассказывал очень интересно о том, что в стране очень сильная традиция семейного бизнеса. И из-за этого, в общем-то, акселератору и фонду это не сильно выгодно, потому что к ним приходят ребята, в них акселератор вкладывает ресурсы, силы, а потом парни говорят, что нет, вот у меня так все хорошо. Батько покликав на посаду менеджера Скорее своей мама. компании. Мама покликала, Скорее да, мама. и все, пробачьте, стартап был классный, дякую вам за рыбу, да, и мы пошли. Это мы в самом начале, в самом отборе мы смотрим их амбиции, куда они смотрят. То есть вопрос про vision очень важный. Если подаете любой акселератор, для вас это должен быть красный пункт. Мне здаецца, што класна, што мы пра гэта загаварылі, таму што сярод беларускіх стартапераў ёсць меркаванне, што няма права на памылку. Бо калі ты ідзеш у стартап, ты кідаеш все, что было до того, ты укладаешь все свое жыццё сюды, все грошы ідуць адпаведныя зножы на стартап, да, і калі нешта не атрымліваецца, то я не ведаю, што нават рабіць далей. Дэпрэсія глыбокая і ўсё. Тут абсолютно... Это нормально. В смысле, это плохо. Да. А право на ошибку у итальянцев тоже это есть. То есть вот это... Что нема права на ошибку. Потерять лицо. То есть у итальянцев это есть тема, например, в любом разговоре, если итальянец не знает, это не про всех итальянцев, если итальянец не знает, он будет говорить, что он знает, чтобы только не потерять лицо. Поэтому мы движемся к тому, как там в Израиле или в Америке, если ты сделал стартап, у тебя была ошибка, и ты делаешь второй стартап, ты нам более интересен, потому что у тебя уже было. Есть некоторые стартапы, которые подаются 3-4 раза, прежде чем на 5-й раз мы их берем. То есть это очень важно понимать, что надо всегда стучаться, быть очень настойчивым, письма писать. Письма, конечно, писать надо, логические, то есть рассказывать, какие произошли изменения, чтобы вам ответили. Мог не просто отправлять одну и ту же анкету по другому, по третьему разу, да? Да. Лучше пишите 4 строчки, как у вас произошли изменения, чтобы мы до вас падаваліся ў мінулым годзе, вы нам адмовілі, але з таго часу мы зрабілі гэта, і гэта можа быць. Да. Это любой акселератор. Любой инвестор на вас обратит внимание, если вы будете очень лаконичны. А калі мы падаваліся ў адзін акселератор, нам там зрабілі гэтыя заўвагі, мы зрабілі гэта і гэта, а цяпер падаемся ў іншы акселератор. Таксама можна напісаць. Да, конечно. То бок той і другі акселератор зацэніць, што яму ўжо не трэба рабіць гэтыя заўвагі, на якія патрацілі свой час і грошы супрацоўнікі папярэдняга акселератора, куды падаваўся стартап. Можно указать, да, проделанную работу, что было сделано и как изменились. Акселераторы, в принципе, между собой дружат. То есть все люди Мне понравилось, я участвовал в воскресенье на воркшопе Flynn Capital проводился, Сергей Грибов. И он сказал, что израильская экосистема, у них очень много денег,
они могут дать всем, но не все стартапы берут. То есть в VC нужно иметь хорошую репутацию. И какой-то был вопрос зала, окей, так стартапу можно врать, чтобы стартап врал VC. Он говорит, не-не-не, у нас есть группа в WhatsApp, где мы спрашиваем у друг друга про этот стартап. Поэтому то же самое между акселераторами. Нечто на кшталт кредитной истории. Да. А что у тебя там за спиной? Да. То есть мы не будем инвестировать в стартап, если там какой-то был фаундер с негативным фидбэком от кого-то другого. Сябры, нельга заблытаўся ўжо ў умовах, нельга падманваць акселератары, нельга падманваць фонды. Вось трэба ім казаць праўду, таму што ўсё роўна гэтая праўда выплыве. Як казаў Денис Драгунскі, мне здаецца, да, гэта ў Денискіных расказах. Всё тайна становіцца явным. Было такое недзе ў савецкім дзяцінстве. На гэтым, я думаю, што мы скончым нашу размову. Гэта была стартапніца. У нас была, як заўжды, Юлія Нехай, рэдактарка bel.biz. Дзякуй, Юлія. Спасибо. І чалавек, рэгаліі якога мне сталі больш зразумелыя за гэты эфір, вось, але ўсё роўна я іх не вывучу. Это Александр Камарэвіч, бізнес-аналітык італьянскага венчурнага фонда L-Venture і акселератара Lewis & Labs. Дзякуй вялікі, Александр, што пагадзіліся да нас прыйсці і распавялі ўсё гэта. Слухайце, яшчэ не магу нагадаць усё ж такі, гэта стартап, з якога мы пачыналі, не магу не нагадаць пра яго. Гэта так крута, калі прыходзіць праект, і ён мае нешта, што ты можаш падтрымаць, а не проста, я не ведаю, ён распавядае табе пра тое, чым мы, стартаперы, займаемся. Гэта UXGo, карткі, з якіх можна скласці сайт сабе і людзям, і гэта сапраўды цудоўнае рашэнне. Дзякуй вялікі, яшчэ раз дзякуй і да пабачэння, пачуемся ў наступнай стартапніцы.